Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главной темы выпуска. На защиту Родины. Настрой у нас очень боевой, даже более чем. Из Грозного в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев. Повышение уровня образования и социального воспитания молодежи. Эта платформа станет обменом мнениями и идеями о том, как подготовить новое поколение к вызовам современности. В столице стартовал Всероссийский форум «Новое поколение». На радость детям. Мы дарим этим детям с ограниченными возможностями здоровья праздник, такое новогоднее чудо. В театре Лермонтова прошел показ спектакля «Морозко» по мотивам русской народной сказки. Новая многонациональная группа добровольцев пополнит ряды спецназа «Ахмат». Новобранцы перед отправкой в зону проведения специальной военной операции построились на плацу, где им провели краткий инструктаж. Все они прошли ускоренный курс огневой тактической подготовки на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. Вопрос их обеспечения контролируется региональным общественным фондом имени Героя России Ахмат Хаджи Кадырова. Бойцы, я от вашего имени прежде всего хочу поблагодарить общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Хаджи Кадырова, который помогает нам, бойцам, выполнить поставленные задачи нашим верховным главнокомандующим президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Также те задачи, которые штаб ставит во главе с руководителем оперативного штаба республиканского, главу республики, Героя России, генерал-полковника Рамзана Ахматовича Кадырова, за ту неоценимую помощь, которую оказывает нам фонд. Многие из этих бойцов неоднократно принимали участие в СВО, у них отличный настрой и полная боевая готовность. Я уже приезжаю сюда в 5-й раз через подразделение Ахмат. Надо будет в 6-й приедем, 7-й раз и так далее. Будем истреблять эту нечисть. Настрой у нас очень боевой, даже более чем. Лучшие преподаватели республики и гости из других регионов собрались на Всероссийский форум «Новое поколение», чтобы делиться своими знаниями и опытом. Воспитание и образование – составляющие процесса формирования социального потенциала молодежи. Это и является ключевой задачей конференции. Подробнее в нашем следующем сюжете. Исполнение гимнов страны и республики стартовала работа Всероссийского форума «Новое поколение» преподавателей в Грозненском нефтяном техническом университете. С приветственным словом к участникам обратился министр образования и науки Хошбау Дидаев. Я честно, искренне горжусь и восхищаюсь учителями Чеченской Республики, в частности. Восхищаюсь. Почему? Потому что сложнейшие годы сохранили систему образования, сохранили имя учителя, статус учителя. Мы знаем, не было ни образовательной организации, ни зарплаты, ничего. Мужество и героизм, который они проявили и сейчас проявляют, это достойно уважения. После открытия участники, разбившись по командам, выполняли интересные задания от спикеров. Далее состоялись панельные дискуссии, на которых обсуждались темы, касающиеся воспитательной работы. Здесь собрались преподаватели, студентов и эксперты для обсуждения ключевых вопросов, касающихся образования и будущего молодежи. Эта платформа станет обменом мнениями и идеями о том, как подготовить новое поколение к вызовам современности. Двухдневный форум направлен на повышение уровня образования и социального воспитания молодежи. Он объединил на одной площадке самых перспективных и креативных преподавателей нашего региона. Спикеры делились своим опытом и взглядами на будущее, подчеркивая важность активного участия молодежи в формировании общества.
Нам очень важно, чтобы у проректора собралась команда, которая помогает ему в его воспитательной работе. Это команда, которая состоит из преподавателей, которые каждый день выходят на учеников, на студентов и работают не в логике мероприятий, да, а в логике процесса. Каждый день, но по чуть-чуть, некие воспитательные действия, которые в течение многих лет приведут наших студентов к тому образу, который будет запланирован уже командой преподавателя, университетом, да, того образа выпускника, человека, который должен получиться в итоге. Форум «Голос поколения» объединил не только преподавателей и экспертов, но и стал местом для новых знакомств и налаживания контактов. Участники активно делились своими идеями, обсуждали возможные пути их реализации. Мы общаемся, делимся опытом, узнаем что-то новое для себя, хотя и старшее поколение. Иногда бывает так, что новое поколение тоже вносит свои коррективы в существующие реалии. И надеемся получить очень много полезного для себя. И ожидания тоже такие. Во второй день форума пройдут мастер-классы, где участники смогут развить свои навыки и учиться у профессионалов. Это даст возможность каждому найти что-то интересное для себя, новые знания, знакомства и перспективы. Такое новое поколение – частичка светлого будущего нашей республики. Лимда Джамалдинова, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская республика. В селении Лахаваранды Шатойского муниципалитета состоялось открытие нового здания сельской администрации. Его площадь составляет 120 квадратных метров. Строительство заняло всего 3 месяца. До сих пор администрация располагалась в здании больницы. В торжественной церемонии приняли участие представители республиканской власти и почти все местные жители. Rajonskat nek bahçan, nek bülüç, ziyinvaş dağçan, ziyinvaş deş, tayinç dağ füç, niyaş deş dağına, Mosu ma'i dağına, şekük koç dağına, ve haşvul, iş dağına, ve dağına, front gügel ayol dağına, emanuna de reislerler, her şadrigi dağına, ve de haller, bacha, Ahmed Hacı Davaz, ve tolba duel, tün berkat du, dal mola honiyak da ayol du khoy. В столице подвели итоги конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики 2024». Он проводится уже в 4-й раз, быстро завоевал популярность и стал ежегодным событием, привлекающим внимание жителей региона. Имена победителей в материале нашего корреспондента. Конкурс проводится с 2020 года и с каждым годом набирает все больше популярность и интерес среди населения. Правила конкурса очень просты. Участникам необходимо прислать минутное видео своего сада или огорода и представить в нем свой урожай, показать, как он за ним ухаживает. Лучшие материалы были отобраны компетентными жюри. Основной критерий при отборе победителей – наличие широкого ассортимента овощей и фруктов, выращенных на собственном участке. Целью конкурса является популяризация сельского хозяйства среди населения Чеченской Республики. Халима Бесханова, 40 лет, проживает в поселке Новый Биной Гудермесского района. Конкурс «Лучший урожай Чеченской Республики» впервые был запущен в 2020 году по инициативе ЧГТРК «Грозный». В этом конкурсе приняла участие нынешний заместитель председателя правительства Чеченской Республики Айшат Кадырова и стала обладательницей Гран-при. С 2021 года конкурс проводится совместно с Министерством сельского хозяйства Чеченской Республики. За весь период существования конкурса поступило около 500 заявок. В качестве официального гостя присутствовал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Министр отметил актуальность проведения таких конкурсов в республике, а также поблагодарил всех участников конкурса за прекрасный вклад и пользу в развитии сельского хозяйства региона. Ağalar şu an ağalar bakar roç diyorlar burada yaşlılar izin aslen hasbiyetinde ki değerli ağalar geçiyorlar ne olmak aslen dokuzuncu şeyse diğerleri. Конкурс охватил участников практически со всех районов республики. Было подано более 100 заявок. В полуфинал вышли авторы 21 материала. После тщательного просмотра и отбора победителем в номинации Гран-при стала Халимат Исханова. Приз зрительских симпатий завоевала Хава Барзаева.
Участники получили благодарственные письма, ценные и денежные подарки. Призы предоставило Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики. Алина Фадеева, Ислам Ибраимов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В Доме печати прошел творческий вечер, посвященный 70-летию Саид Хасана Дадаева, выдающегося писателя и заслуженного журналиста Чеченской Республики. В торжественном мероприятии принимали участие руководители министерств и ведомств, деятели культуры, люди, внесшие вклад в развитие чеченской литературы, а также ценители творчества. Мероприятие сопровождалось песнями заслуженного артиста Российской Федерации Чеченской Республики Валида Гадаева. Здесь же автор представил новую книгу под названием «Нов Чигыла Кашвейн Сен Мехалыш». Помощник главы Чеченской Республики, министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев вручил Коран писателю, наградил его почетной грамотой за многочисленные заслуги. مسل إيه تغنش عامش خلره وين جو ميخل تدخش معنيته تدريس خلص داق هذا تنقية ترديك تعدها خذ قميل شتي حيق لي قميل شتي قاسين وسكيكي الخوش بيتيس يشولش داق تان مسل غير دورش داق تان داخل يعني قويتش داق تدريس خلص مسلنا. В театре Лермонтова состоялся благотворительный показ спектакля «Морозко» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Спектакль погрузил всех в атмосферу сказки и доброты. Красочные декорации, танцевальные, вокальные и акробатические номера, яркие костюмы создали незабываемые минуты волшебства и подарили положительные эмоции детям и взрослым. Турпал Тайсумов продолжит. Радость детям к Новому году. В театре имени Михаила Лермонтова ребятам организовали показ спектакля «Морозко» по мотивам русской народной сказки. В центре сюжета две сводные сестры, старика со старухой. В их краях живет парень Иван, ищущий себе невесту. Показ состоялся специально для детей с ограниченными возможностями здоровья. Чеченская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов и Главное бюро медико-социальной экспертизы по Чеченской Республике, как каждый год проводят для детей новогоднее мероприятие под названием «Новогоднее чудо». Вот таким образом и мы дарим этим детям с ограниченными возможностями здоровья праздник, такое новогоднее чудо, которое они ждут каждый год. Мероприятие проходит также при содействии регионального отделения Общероссийского народного фронта. Мы сегодня пригласили детей из малоимущих семей. Это дети из ОВЗ, из малоимущих семей. Актеры на сцене прекрасно передали весь колорит персонажей, а их игра заставляла зрителей часто аплодировать еще до окончания. Настолько это все выглядело трогательным для детей и их родителей. Благодаря своей настойчивости Ивану удается познакомиться с Настей, красавицей-рукодельницей, которую недолюбливает мачеха, желающая выдать свою неуклюжую дочь Марфушку замуж за заветного жениха. Зовут меня Настей, кличут все по-разному. Батюшка родимая, Настенька, сестрица Наськой, а мачеха змеей подколодной. Да ведьма проклятая. А выходи за меня замуж, Настя. Ну, чем не жених? Ни косой, ни рябой, а? Всяческие попытки мачехи сделать свою дочь Марфушку краше Насти ни к чему хорошему не приводят, и она остается высмеянной перед всей деревней. Тем временем Иван и Настя играют свадьбу в тереме Деда Мороза, которого все называют Морозко. Ранее он спас девочку от смерти в холодном лесу. В финале сказки главные герои все-таки остаются вместе, несмотря на попытки мачехи разлучить. Счастливый конец подарил юным зрителям много позитивных воспоминаний, которые останутся с ними надолго. Турпал Тайсумов и Ислам Нацуров. Вести. Чеченская Республика.
Методы распространения экстремистской идеологии и ее опасность для молодежи объяснили на встрече с грозненскими студентами. Беседа со студентами Чеченского государственного педагогического колледжа состоялась по инициативе Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Участие приняли работники прокуратуры, Министерства внутренних дел и сферы образования. Патриотическое воспитание молодежи – один из ключей предотвращения их вовлечения в запрещенные и пагубные группировки. Студенты задавали свои интересующие вопросы и получили ответ на каждый. Им были разъяснены все нюансы законодательства Российской Федерации. Сегодня все вопросы, которые мы ставили на мероприятие, они достигнуты. Студенты отвечали на ура на все вопросы. Это подчеркивало их грамотность, активность во всех сферах образования, политики, сегодняшней политики. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Особенно в сезон вирусных заболеваний организм остро нуждается в защите. Орбидол – российский препарат, признанный на международном уровне. Его используют для терапии респираторных болезней, в том числе гриппа. Лекарство способно убивать вирус группы А, Б, а также других вирусных агентов. Он подходит для взрослого и детского возраста. О характеристике и эффективности препарата нам расскажет Рамзан Абуев. Нарядная елка, каток, ярмарки и походы в кино. Праздничный декабрь наполнен радостью, однако именно в это время мы подвергаемся большому риску вирусных заболеваний. Замкнутые пространства и большое скопление людей значительно увеличивают вероятность заражения. Что же предпринять, чтобы не провести каникулы с градусником? Основное средство защиты – вакцинация, а при первых признаках недомогания и после контакта с заболевшим важно своевременно начать принимать противовирусные препараты. Одним из таких является орбидол, который блокирует проникновение вирусов в клетки, останавливая размножение. В сезон ОРВИ могут назначаться специальные противовирусные препараты, которые направлены на то, чтобы препятствовать распространению вирусов в организме. Это чаще всего лекарственные препараты прямого действия. Например, умифенавир – действующее вещество орбидол. Умифенавир помогает предотвращать проникновение вирусов в клетку и, соответственно, не дает им там размножаться. Основным действующим веществом орбидола является умифенавир, который проявляет доказанную эффективность не только против гриппа, но и других респираторных инфекций. Специалисты отмечают, что прием этого препарата может сократить продолжительность болезни и облегчить симптомы, позволяя быстрее вернуться к привычному ритму жизни. Все противовирусные препараты у нас идут очень хорошо, но в основном это орбидол, потому что врачи его выписывают в рецептах. Орбидол у нас есть в большом количестве в наличии, покупают его очень хорошо и всем его рекомендую. При первых симптомах простуды и гриппа я и моя семья сразу начинаем принимать орбидол. Этот препарат стал нашим надежным помощником. Я охотно рекомендую его, когда друзья и близкие спрашивают меня о выборе лекарств, и вам тоже советую. Чтобы долгожданный Новый год стал временем радости и тепла, а не борьбы с болезнью, важно заботиться о своем здоровье и встречать праздники с улыбкой, имея под рукой орбидол. Этот безрецептурный противовирусный препарат прямого действия обладает широким спектром активности. Исследования подтвердили его эффективность против различных вирусов и показали быстрое всасывание с достижением высоких концентраций в крови. Раннее начало лечения обеспечит максимальный эффект. Рамзан Абуев, Саидалиям Пукаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.